Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Аркадак получил 3 награды на Всемирной выставке Экспо-2024. Президент Туркменистана поздравил участников творческого конкурса «Жемчужины независимости». Уроженец Туркменистана космонавт Олег Кононенко возвращается на Землю и другие новости. По случаю проведения государственного тура творческого состязания среди одаренных детей «Жемчужины независимости» президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание юным участникам данного конкурса. Пусть ваши вдохновенные песни и мелодии во славу грандиозных свершений и достижений эры возрождения новой эпохи могущественного государства, мира, дружбы, гуманизма и счастья никогда не смолкнут, говорится в обращении. Город Аркадак получил 3 награды на международной выставке умных городов World Smart City Expo 2024, которая проходит в городе Гаян, Республики Корея. Во время церемонии награждения с благодарственной речью выступил глава туркменской делегации, председатель Государственного комитета по строительству города Аркадак при президенте Туркменистана Дерья Оразов. Герой Туркменистана и России, космонавт Олег Кононенко, установивший мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, завершает свою 5-ю космическую экспедицию и готовится к возвращению на Землю 23 сентября. Это событие знаменует окончание миссии, продлившейся 375 дней, что делает ее самой продолжительной в рамках программы Международной космической станции. Кононенко – уроженец Туркменабада и самый опытный из действующих российских космонавтов. 4 февраля этого года стал первым человеком в истории, проведшим в общей сложности 1000 суток на околоземной орбите. Недавно назначенный посол США в Туркменистане Элизабет Рут провела свой первый пресс-брифинг в новом комплексе посольства США в Ашхабаде. В ходе встречи с журналистами она обозначила основные приоритеты своей деятельности на посту главы американской дипломатической миссии. Посол Рут выделила ключевые направления работы, в числе которых борьба с изменением климата и развитие экономического сектора. Посольство Индии в Туркменистане совместно с Туркменским государственным университетом имени Махтум Кули провело акцию по посадке деревьев. Саженцы были высажены на территории ТГУ в Ашхабаде. Легендарная рок-группа Linkin Park анонсировала свое триумфальное возвращение на музыкальную сцену, представив обновленный состав и поделившись планами на будущее. В ходе прямой трансляции на официальном YouTube-канале группы Майк Шинода, один из основателей и ключевых участников коллектива, познакомил фанатов с новыми членами команды. Колин Бриттейн займет место за ударной установкой, а вокальные партии исполнит Эмили Армстронг, которая примет эстафету у трагически ушедшего из жизни в 2017 году Честера Беннингтона. Чтобы подогреть интерес публики, группа представила свежий трек под названием «The Emptiness Machine». Кроме того, музыканты объявили о скором выходе нового альбома «From Zero», релиз которого запланирован на 15 ноября. YouTube принял решение ограничить доступ подростков к видеороликам, посвященным фитнесу, весу и похудению. Новая политика платформы направлена на защиту психологического здоровья молодых пользователей от чрезмерного воздействия рекомендаций, которые могут формировать нереалистичные стандарты внешности и образа жизни. Хотя единичный просмотр такого контента может быть безвредным, регулярное потребление способно навязывать определенные стандарты красоты и провоцировать у подростков поиск недостатков в себе. В ничью со счетом 2-2 завершился товарищеский матч между футзальными сборными Туркменистана и Саудовской Аравии. Встреча состоялась в ОАЭ в рамках подготовительных сборов туркменской команды. Игра прошла в спортивном комплексе «Шарджа». Голы в составе туркменской сборной забили Максат Султанов и Равшан Оразмухамедов. В ближайшие дни туркменских футзалистов ожидают еще 2 встречи. 7 сентября запланирован матч со сборной Франции, а 9 сентября игра с одной из команд ОАЭ. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.